Сотни аграриев из сельскохозяйственных районов Коми съехались в Краткеровский район. В эти часы в селе Сторожевск проходит традиционная ежегодная конференция фермеров. В рамках форума гости посетили села Краткерос, Пезмак, Подъельск и Возмын, где изучили опыт местных крестьянско-фермерских хозяйств. Подробнее в репортаже Евгения Ракина. Первыми многочисленную делегацию с хлебом солью встретили фермеры села Краткерос. В хозяйстве Тарасевичей 40 голов крупнорогатого скота, из них дойного стада 23 буренки. Со сбытом продукции проблем нет. Охотно берут молоко и бюджетные организации, и даже частники. А вот сдавать на переработку уже невыгодно. При сравнительно низкой себестоимости 16 рублей – одни убытки. Когда мы, например, излишки сдаем на молзавод, фермеру субсидии нету. Если совхозу 5,30 возмещается, то фермерам этой субсидии нет. И тяжеловато фактически сдавать получается обидно, бесплатно. 13 рублей – это не цена для этого труда. Заняться животноводчеством Тарасевичи решили всего полгода назад. Продали двухкомнатную квартиру в райцентре. Вместо этого купили бывшую свиноферму и приобрели скот. Сейчас бизнес набирает обороты. В планах увеличить поголовье. Конечно, все это было бы невозможно без помощи государства. В рамках программы «Начинающий фермер» семья выиграла грант в 830 тысяч рублей. Всего, по информации Минсельхоза Коми, такую же поддержку в 2012-м получили еще 3 хозяйства из Кайгородского, Усть-Куломского и Ижемского районов. Обязательно условие у нас, что до этого начинающий фермер не был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в течение 3 лет. То есть не получится так, что, например, закрылись кто-то и заново открылись. Да? И обязательно должно быть 10% собственных средств у начинающего фермера. Значит, должен, естественно, разработать бизнес-план с деятельностью, для того, чтобы развиваться. В селе Пезмак гостям продемонстрировали новенькое овощехранилище на 200 тонн. Это главная гордость хозяйства Изюровых, построенное собственными силами всего за 2 года. Но несмотря на то, что в аграрном бизнесе семья уже не 1-й год и весьма успешно справляется, капитальный объект, говорят, возвели с большим трудом. Работали по 14 часов в день без выходных, экономили каждую копеечку. В этот нелегкий период особенно важно внимание государства. Допустим, и на хранилище мы ждем субсидию, и на технику ждем субсидию, и так получаем, и на удобрения постоянно получаем из республиканского бюджета поддержку. В этом году мы затратили на удобрения 70 с лишним тысяч, 30 получили обратно. Кстати, новая польская техника поступила в хозяйство Изюровых на прошлой неделе. Опять же, при поддержке государства получили кредит. По словам министра сельского хозяйства Коми Сергея Чечеткина, главная отдача чувствуется. Так, производство молока, мяса и овощей в крестьянско-фермерских хозяйствах по результатам прошлого года увеличилось. Это самая благодатная, будем говорить, категория людей, сельскохозяйственных тружеников, которые на поддержку правительства откликаются моментально. И мы буквально вчера на комиссии по господдержке рассматривали предварительные заявки фермерских хозяйств. Значит, сумма, которая предусмотрена для их поддержки, и ту, которую они просили, разница раз в 10. То есть желающих работать при той поддержке, которую оказывает правительство республики, гораздо больше становится с каждым годом. То есть люди начинают верить правительству. Раз пообещали, значит помогут. В этом году объем субсидий будет увеличен. Так, на поддержку начинающих фермеров из федерального и регионального бюджетов выделено почти 5 миллионов рублей, а по программе «Семейная ферма» около 22 миллионов. Евгений Ракин, Олег Юшков, телеканал Юрган, Краткеровский район.